Друзья, всем привет! Сегодня пятница. У меня очень хорошая новость. У меня начинается отпуск буквально сегодняшнего дня. 14 дней, я думаю, нормально. Все-таки отпуск — это маленькая жизнь. И мы эту жизнь начинаем с похода. Приближаюсь к магазину «Три лимона», где меня ждет Айсен. И мы с ним поедем дальше догонять Диму. Дима уже впереди едет, и за нами будет, нас догонять уже будет Мор. Так что сегодня такая мини-гонка. Кто-то кого-то догоняет, кто-то за кем-то едет. В общем, будет весело. А вот и Айсен ждет, стоит. Ждет. И с ним Коля рядом. У вас колеса разные, да? Сейчас пакуем, запаковываемся и поедем уже на трассу. Отсюда уже начнется наш поход. Ну все, вот мы уже вышли на трассу с Айсеном. По погоде сейчас плюс 15. Солнышко даже выглянуло. Вот. А с утра был ливень, дождь. Дождь, видите, еще лужи не просохли. И трафик бешеный, очень много машин. Видимо, все на даче едут, то во Владимировку, кто в Покровск. В общем, все с города, из города, вернее, едут. Ну вот, начало Покровского тракта, первые километры здесь. И идет ремонт, как вы видите. Дорогу перекопали. Но ехать можно, тем более хорошо, что дождь прошел. Не так пыльно. А если бы не было дождя, то, наверное, тут пыль стояла столбом. Ну и утрамбовался все-таки песок. Земля, вот это гравий. И едется как будто по твердому, полегче. А мы свернули тем временем на Старопокровский тракт. И видите, слева вот эта вот дорога, где идет ремонт. Мы по ней не стали ехать, едем по... такой асфальт, более-менее. Здесь хоть можно вкручивать. Конечно, здесь есть и трещины, и ямки, но все объезжаемо, поэтому... И ехать можно. Вон впереди Айсен. Я за ним. Кстати, нас там сзади преследует Аял, Морсик. Но он только из дома вышел. Надеюсь, до Владимировки у нас догонит. И потом уже втроем поедем вместе. Ну и я к Диме еще отзвонился. Дима сейчас находится на подъеме на Табагинском мысу. Ну, наверное, уже поднялся. Минут 10 назад звонил. Короче, не туда мы заехали с Айсеном. Там впереди был обрыв, поэтому мы сейчас возвращаемся обратно и поедем уже по трассе, где идет ремонт. В общем, обмануть не удалось. Тем временем Ваня Чифтон поехал в Качикаце, поздоровался с нами и дальше поехал. Мы, кстати, вышли на асфальт. Едем с края потихонечку, не спеша, уже 20 километров проехал от дома. Время на часах 19 часов 44 минуты. Но... А мы тем временем снова свернули направо с Покровского тракта на Старый Покровский тракт.
Едем в районе музыкальной школы. Конечно, асфальт здесь убитый, но зато машин нету. Едем в тенечке, получаем кайф, дышим свежим воздухом березовым. Все отлично. И едем дальше. Да, вот, а тем временем мы уже почти во Владимировке. Ну вот видите, здесь тоже проводят работы. Даже вот тут часть начала сопки вот погрызли, как бы, да, в начале подъем экскаваторами. Видимо, дорога все равно будет расширять, потому что слева, что справа положили песок уже. Видно, что прошли грейдером. Да, дорога будет четырехполосная, как на Исхатын. Будет новый асфальт, что не может не радовать. Поселок Владимировка. Вот там впереди остановка есть кирпичная. Там постоим, немножко отдохнем. Айсен уже немножко заголодал, говорит, я там беляш съем, либо пирожки. Ну, что-то у него есть там перекусить. Поэтому он хочет там остановиться, посидеть, отдохнуть. Говорит, энергия заканчивается. В общем, пока на Владимировке стояли на остановке, комаров тьма просто. Облепили нас со всех сторон. Не знаю, на стоянке вообще жесть будет, наверное. Там сколько комаров. Ё-моё. Придется, наверное, что-то разжигать. Навоз. Там, не знаю, ну, чтобы дымом комаров отвлекать, чтобы они улетали от нас. Ну вот. Тем временем мы все ближе к Табагинскому подъему. Он все ближе и ближе. Но туда поднимемся, тоже там отдохнем. О, а это на 24-м километре куча машин что-то делает. Ну и собака, конечно. Хилая, каши мало ела, не догнала. Вон, видите, сколько щебенки и песка. А это Табага, но нам не туда. Нам туда, наверх. Куда вон та Тойота поехала. Креста. Вот, и нам туда, в гору. Фу. Ну вот, начинается на сегодняшний день самый высокий подъем этого дня. Подъем дня. Как бы на него подняться таким груженным? Но ерунда, наверное, мы потихоньку пешком. Ну, а Айсен говорил, пешком, говорит, давай пойдем. Не будем, говорит, рвать, поедем. Пойдем, вернее, пешком. Ну, наверное, так и сделаем скоро. Заехали в тень. Фу, в тенечке поднимаемся. Не жарко, не холодно. Оптимальная погода. Но останавливаться здесь вообще никак нельзя на этом подъеме. Потому что помню, в прошлом году остановились, отдыхали здесь, да? И куча комаров нас просто со всех сторон атаковала. Потом в этот подъем мы так и поднимались вместе с комарами. Жуть. Лучше не останавливаться, а ехать дальше вперед. Фу.
Там где-то сзади Айсен, но хорошо он все-таки с велика не слазит. О, я, блин, на обочину заехал. Фу, выбрался. Снова на асфальте. На камеру не видно, но аж пар идет. Если так дунешь, пар. Значит, прохладно здесь. Все-таки. Вот, а тут, наверное, самый крутой градиент на этой горке. Я уже, ну, практически уже где-то метров 500 осталось до подъема. Ну, да, до конца подъема. Еду на 1.1. Нормально. Легко, можно сказать. Ни одышки нет. Ни ноги не сводят, ничего. Все нормально. Все-таки зимние объемы, осенние объемы, они сказываются в лучшую сторону. Поэтому крутить гораздо легче, чем тем, кто только вот вышел. Кстати, вот сегодня еще компания «Попутный ветер» организует велопоход на Кердюген. Он там платный. Почти 6 тысяч, 5900, по-моему, цена. Но решил туда не ехать. Почему? Потому что там пески. А я, как видите, еду почти на сликах, на 38. Ширина 38С. На песках ловить нечего там. Поэтому я выбрал асфальт. Хорошую дорогу. Да, и вот, кажись, ремонт на 27-м километре. Вот на подъеме самом такая вывеска висит. Идет ремонт дороги. 7 километров. Но, надеюсь, там не разрыли ничего, чтобы спокойно мы проехали хотя бы. То иначе это добьет Айсена, если там будет плохая дорога. А вот тут на подъеме куча мешков. Написано «Восток Цемент». На мешках ГОСТ. Производственное объединение Якутцемент. Короче, это что-то для бетона, короче, для чего-то. Ну, тут работа. Даже это производитель Якутцемент написано. Хангаласский район, поселок Максоголох. Максоголохи делают, короче, это. Но это явно для... Так. А вон Айсен поднимается в горку. Молодец, своим ходом. А говорил, пешком пойдет. Ничего подобного. И есть еще порох в пороховницах у Айсена. А сейчас отдохнем, конечно, здесь. Хотя бы минут 5 постоим, 10. И дальше поедем. Весь запыхавшийся, да? Смотри, сколько пота. Да, это вообще... Ну, ты своим же ходом поднялся, да? Даже пешком не ходил. Я же смотрел. Чуть-чуть пешком ходил. Чуть-чуть. Совсем, да, немножко. А так, налегке можно подняться везде. На 1.1, да? Ага. Я тоже на 1.1. Не хватает. Сзади 34-ю надо еще. Ясно. Ладно, чуть отдохнем, потом поедем, да? Воды попей. Сейчас, минут 5 постоим. Поедем. Вот, тут уже начинается вот этот, видимо, участок, который ремонтируется. Здесь такие вот пластиковые штуки поставили. Ну как, Айсен прямо там едет, пофиг. А чё? На велике везде можно проскочить.
Хангаласский улус приветствует нас. Но сейчас граница будет, да, стела там будет Хангаласского улуса. А потом офигенный такой будет спуск затяжной, где можно, наверное, полтинник разогнаться спокойно. Ну, груженным, наверное, можно и 60 разогнаться. Там, тем более, ям таких нету. Всяких там этих трещин на асфальте. Асфальт новый, поэтому можно набрать спокойно полтинник, я думаю, даже больше. Но видно будет, мы сейчас сюда подъедем, там еще, наверное, отдохнем немножко перед спуском. Утеплимся, потому что на спуске холодно будет. Замерзнуть можно, околеть. Уже прохладно, кстати. Вечереет, уже 21:19 на часах. Проехали 39 километров. Да. Карта Хангаласского улуса. Остановились утеплиться, потому что сейчас спуск будет конкретный. Поэтому нам во что бы то ни стало надо одеться потеплее. Вот новая стелла, раньше ее не было. Классно сделали, красиво. Нас догнал Морс. Привет, Морс. Привет, Илья. Илентию, ура! Они что так едут, да, получается? Ну да, так же, как и мы. Нет, вот они едут, за мной едут. Спуск начинается. Едем аккуратно. Оп-оп. В общем, на спуске разогнался до 59 километров. Совсем немножко не хватило до 60 километров. Но было офигенно. Вообще. Я просто ехал и ловил кайф от этого спуска. Почему? Потому что там ни одной ямки, ни одной кочки, ни одной трещинки. Вообще просто сказка. Ну, наверное, на шоссе, если еще ветер в спину, то, наверное, я думаю, спокойно и 80 можно разогнаться на этом спуске. А мы едем дальше. Время 21 час 37 минут. Время в пути 2 часа 44 минуты. И проехали мы 43 километра. Это все по моему велокомпу. Средняя скорость, ну, где-то примерно около 20, если по асфальту едем. Где-то так. Слева Техтюр, ну и тут Актемцы рядом еще. Вот стела поселка Техтюр. — 46-й километр. Техтюрская горнолыжная база. Он с той горки катается. Там подъемник даже есть. О, самолет поставили. Кафешка тут тоже есть. Закрыто, правда. И лось. Вот знаменитый лось. А вот живой лось. Не памятник. Уже скоро будем возле зоопарка.
чекпоинт там будет. Там, наверное, нас уже Дима с Аялом ждут. Ну, они по-любому уже там, просто мы сегодня улитки. Мы сегодня едем медленно с Айсеном. Не стараемся даже. Все равно когда-нибудь-то приедем. Ну, по такому принципу и едем мы. Тем временем мы доехали до зоопарка Автодойду. Это 50 километров от Якутска. Ребята на остановке ждут нас, кажется, Дима с Аялом. Аэродина. Аэродина. Что, долго здесь? Я уже тут 1,5 часа уже волков послушал, комаров покормил. Тут кошка какая-то орет, такая мяу, ужасно громко. Походу это тигр какой-то или что-то такое. Да, может. Поставили лагерь в сосновом лесу. Палатки наши. Ну вот, мы поставили котелок с водой. 1,5 литра же, да? 1,8. А, 1,8. Ну и полторушку залили туда, полторашку. Вот, сейчас кипятим. Чай, кофе. Кто-то будет, да, и спать. Доширак кто-то ест, кто-то пирожку. А завтра с утра будем готовить вот такие пироги сегодня. Проехали 55 километров по компу. А что на меня смотришь? Ну, почти 60 километров. У меня больше за сегодня вышло. Да. Поэтому нелюдимый, да? Да, может быть, не знаю. Не, он нормальный, если общаться, то хороший парень. Морс, как настроение? Волшебное. Кушаем безупречную еду. В прекрасном месте. Рон ест макарон. Ролтон. В отличной компании. И ролтон. Ролтон. Приятного аппетита, пацаны. Блюдо от шеф-повара. Еще не договорилась. Идем. Я думал, ложка пропала. Убрал, что ли?